Сегодня такое великолепное мероприятие, неформальное практически, но в то же время с таким глубоким интеллектуальным контентом. Мы увидели огромное количество спикеров, которые приехали из Питера, а вот мы знаем, что вы приехали из Москвы. Расскажите, как вы оказались здесь вот, и с каким докладом вы выступили? Добрый день, меня зовут Зайцева Ирина. Я эксперт по недвижимости, директор по стратегическому развитию и партнерству агентства недвижимости на Петровке, Москва. Вот, здесь выступаю в качестве спикера с темой, как зарабатывать от миллиона или как делать доход x2, x5, что прокачивать в себе, как себя продвигать и, в принципе, в том числе и партнерские связи, потому что они дают коллаборации. Как оказалось здесь Аня Дорофеева. Мы с ней вместе учились у Вики Соболевой на посуточной аренде. Вот, и познакомились там, сдружились. И как раз-таки мы тоже понимаем, что партнерство, стратегические развития, коллаборации, та сила, которая дает объединение, они дают максимальный результат как для клиентов, так и для агентств, так и для агентов в доходе. И можно делать экологично, круто, давать максимум клиенту и при этом самим зарабатывать. И при этом все довольны, все растут. Ну и плюс развиваться. Плюс, конечно же, когда посмотрела, кто будет здесь из спикеров, у кого-то я училась, кому-то я еще сама хочу пойти учиться. А какое базовое образование у вас? Базовое высшее экономическое образование и второе инвестиционная и финансовая аналитика. В Москве? Да, второе у меня в Москве, в Ранхе. А вот какой бы вы совет дали в части личностного роста? В первую очередь качать себя. Качать себя во всех абсолютно направлениях, в своем достаточно глубоко и в направлении развития личного роста, взаимодействия, прокачки скиллов, мягких, твердых навыков, soft skills, hard skills. Вы говорите, что вы для преподавателей, да? В том числе не только. Не только. Вот, поэтому качать можно себя абсолютно во всех направлениях, в зависимости, много с чем связано. То есть, если ты в недвижимости, это не только ты продаешь и покупаешь метры. Это образ жизни, это люди, это их цели, это их планы. Это не просто метры, это жизнь, да. Психологически тяжело под клиента себя подстраивать? А я не подстраиваю. Нет? А на самом деле, когда ты меняешься, клиенты тоже меняются, они сами приходят. И когда ты работаешь экологично, максимально на результат клиента, тебе не приходится искать. К тебе приходят и ждут, когда ты освободишься, когда ты приедешь, потому что они понимают, что получат максимальный результат. Как с точки зрения выгод, как с точки зрения денег, так и получить объект. Потому что, выбирая объект для жизни, многим же важно увидеть солнце в окне, да, восход, закат, рассвет, площадь. У всех разный состав семьи, разные обстоятельства, разные истории покупки квартир. У кого-то это инвестиции, у кого-то для жизни. Поэтому разные стратегии, разные люди, разные запросы. И если ты умеешь давать вот этот максимум, к тебе приходит. Ну и всегда приходит под твой запрос. Вас называют брокером номер 1 по недвижимости. А вот каков масштаб сделок вашей компании и ваших личных сделок? Моих личных сделок я провела за 2 года, за 2,5 года более 100 сделок. В Москве это очень высокий результат. Общая стоимость объектов недвижимости, которые купили, более миллиарда оборот. То есть это действительно очень крупный формат, при условии того, что сами по себе квартиры недорогие. То есть это комфорт, это квартиры в бюджете 10-15 миллионов. Ну вот сегодня тенденция такова, что москвичи начали в кавычках, захватывает в том числе рынок недвижимости Татарстана. Когда мы приезжаем в загородные клубы, мы видим, что домами владеют москвичи. Вот как вы оцениваете рынок недвижимости Татарстана и вот какова тенденция будет в будущем? Что скажу? На самом деле Москва достаточно высокий по цене регион сейчас стал. И с учетом того, что в 2020 году многие уехали обратно в регионы, поняли, что можно работать в удаленке и зарабатывать те же деньги. Плюс ситуация 2022 года СВО тоже дала определенный отток людей из Москвы. И плюс многие стали ориентироваться на загород, на более комфортную жизнь, на большие площади. Потому что при одной и той же цене объекта можно жить совершенно по-разному. А управлять, работать можно и не только же в Москве, там, в Петербурге. Можно жить совершенно в разных городах и получать от жизни кайф,
действительно просто жить. Потому что Москва, она очень динамичная. В Москве сложно успевать жить. Москва забирает много сил. А как вы оцениваете инфраструктуру Казани? Сам город увидели вы? Я увидела, да, сам город. Я уже как раз рассказала, что в Казани я на 3-й раз. Первый раз я была 15-16 год. Немножко по-другому было. Вот, я была в корпорации как раз-таки на крупном совещании. Была 1,5 года назад зимой. И сейчас, конечно, у вас сам город очень классный с точки зрения туризма. Прямо в удовольствие прогуляться, много мест притяжения, много куда можно сходить посмотреть. Кухня, люди. Очень интересно. Поэтому мест для притяжения много, и очень изменился даже город за 5 лет, которые я видела с момента первого своего посещения. Вот какие мероприятия вы бы порекомендовали посетить своим коллегам, особенно тем, кто только еще входит в эту профессию? Если по недвижимости, то однозначно практически все мероприятия связаны с жилищной тематикой. То есть это Всероссийский жилищный конгресс, например, жилищный конгресс. Он проходит как минимум 3 раза в году. Это Петербург, Москва, Сочи. Вот. У вас проходят тоже периодически форумы для инвесторов, для флипперов, для хомстейджеров. Вот сегодня площадка собрала как раз-таки много различных направлений, интересных для развития. Поэтому для начинающих можно как углубляться в свое конкретно с точки зрения юридического глубины, да, направления, так и расширять свой кругозор. Потому что инструментов для того, чтобы работать качественно, интересно, экологично, очень много. Вопрос, что нужно не просто посещать, а нужно это брать и делать. Нужно внедрять. Ну вот ваша профессия, как вы ее оцениваете? Легкой или тяжелой для семейной жизни? Приходится ли вам вот часто путешествовать, выезжать в другие города? Да, но на самом деле, да, сама по себе специфика работы завязана на том, что ты работаешь по вечерам и выходные очень много времени. У тебя, конечно, график смещен, и если в семье есть понимание и такой же график, то, конечно, отлично. А если муж или жена, например, на 5-дневке, то, конечно, очень сложно совмещать, но вопрос отношений, гармонии и возможности выстраивать отношения, потому что можно же не все выходные подряд работать, например, можно в воскресенье, понедельник брать выходные, чтобы время проводить в семье, поэтому можно. Ну вот сегодня было несколько докладов, еще ожидается впереди, о том, что необходимо, ну или как в качестве рекомендации звучит пожелание инвестировать в Турцию или в Киргизию. Вот какие перспективные рынки в России в части недвижимости? На самом деле загородка перспективна, аренда посуточная перспективна, коммерция тоже. Но все объекты надо смотреть, выбирать. Регионы перспективные, места притяжения. Например, Горнолыжка. У нас же много курортов. Сейчас много путешествий идет по России. И, в принципе, тенденция развивается. Поэтому мест много. Вопрос расчета инструментов, схем, сделок и подбора подходящей для себя стратегии. Спасибо большое, Ирина Петровна. Надеемся, что мы еще увидимся. Может быть, вот будем на семинаре у Игоря Мана. Вот Ирина у нас приедет, да, он уже нас, по-моему, 3-й раз, да, приезжает в Казань, не первый раз. Да. В Казань я вижу, что Игорь много катается, вообще практически каждую неделю где-то бывает. Вы лично с ним знакомы? Да, я ученица Игоря Мана, я училась на личном наставничестве год назад. И как раз-таки вот 2-й раз, когда я приезжала сюда на встречу, у нас было 2-е занятие после СВО. И то, с чем ты пришел там, на обучение, буквально за месяц до этого изменилось. Но я все цели, которые я ставила в том году, приходя к нему на наставничество, в этом году все реализовала. И продолжаю двигаться. Так что рекомендую прям к Игорю. Прям must have. Можете вашим порекомендовать всем, кто куда стоит. Посмотрим. У нас вот есть семейный такой журнал. Думаю, что будет интересно, может быть, я потом ссылочки еще. Давай. На самом деле, если Игорь Ман, то для бизнеса прям вот журнал, а для тех, у кого личный бизнес.